После конференции, посвященной Восточному Туркестану, состоявшейся с 20 по 21 июля, Канада сообщила о подготовке к изданию доклада о преследовании уйгуров. Доклад, подготовленный Международным комитетом по правам человека при парламенте Канады, будет опубликован завтра. Правительство Канады приняло такое решение, чтобы выполнить свои обязательства по Конвенции о геноциде. Ожидается, что Канада наложит санкции на все соответствующие органы и подразделения Китая в соответствии с законом Магнитского. Канада уделяет особое внимание проблеме уйгуров, которые становятся жертвами трудовой эксплуатации и гонений со стороны Коммунистической партии Китая. – 8 августа группа молодых людей организовала в Мюнхене протест против репрессивной политики и геноцида, проводимых Коммунистической партией Китая в Восточном Туркестане. В ходе акции выступили председатель Всемирного уйгурского конгресса Долкун Иса, ответственный по делам религии Тургунжан Алауддин и глава института имени Ирхама Тохти Анвар Джан. Участники акции несли плакаты, на которых были изображены преступления, совершенные Китаем в Восточном Туркестане, и выкрикивали лозунги «Закройте лагеря и свободу уйгурам». Майк Помпео провел официальные переговоры в Чехии в рамках своего визита в страны Центральной и Восточной Европы. В ходе визита в Чешскую Республику, которая до 1989 года была членом Советского Союза, Помпео сосредоточился на борьбе с китайским влиянием. Министр иностранных дел США призвал Европу и соседние страны противостоять Коммунистической партии Китая, которая, по его словам, использует экономическую мощь для оказания влияния на Евросоюз. Это не вторая холодная война. Противостоять Коммунистической партии Китая в некоторых аспектах намного труднее, отметил глава Госдепартамента США. Помпео похвалил стандарты безопасности Чешской Республики после того, как надзорный орган чешского правительства заявил, что оборудование и продукция китайской компании Huawei не должны использоваться в телекоммуникационной сети 5G. Говоря о планах главы чешского сената о посещении Тайваня, Помпео сказал, что по сравнению с другими, некоторым европейским странам потребовалось больше времени, чтобы признать китайскую угрозу. Помпео также раскритиковал Китай за подавление протестов в Гонконге и назвал репрессии Пекина в отношении уйгурских мусульман пятном столетия для прав человека. Уйгурский активист Абдурахим Гани, который в течение 3 лет проводит одиночные протесты против Китая на площади Дам в Амстердаме, на этот раз организовал акцию протеста перед посольством Китая. «Я начинаю мирную акцию протеста перед посольством китайского правительства в Нидерландах. Мои отношения с 19 членами моей семьи были прерваны более чем на 3 года. Я не перестану протестовать», – пишет активист на своей странице в социальной сети. В ходе телефонного разговора президенты Ирана и Франции обсудили ядерное соглашение и ливанский вопрос. Рухани попросил Макрона выступить против США, которые внесли в Совет Безопасности ООН предложение для того, чтобы американское эмбарго на поставки оружия Ирану было продлено на долгий срок. В свою очередь Макрон сообщил, что не одобряет законопроект, представленный США. «У нас совершенно иное мнение относительно расширения эмбарго на поставки оружия Ирану, и мы ясно выразили свою позицию по данному вопросу», – заявил Макрон. В ходе встречи Макрон затронул обстановку в Ливане. После взрыва в порту Бейрута необходимо как можно скорее помочь Ливану. В то же самое время все соответствующие силы должны избегать шагов, которые могут привести к усилению напряженности и иностранному вмешательству, отметил президент Франции. Fortuna Global 500 – ежегодный рейтинг 500 крупнейших компаний мира, критерием составления которого служит выручка компании. Выпускается американским деловым журналом Fortuna с 1955 года. В список вошли 124 компании из Китая и Гонконга, а также 121 из США. Впервые американские компании оказались в меньшинстве. Первое место в списке занимает американский розничный гигант Walmart. Единственной турецкой компанией, которая вошла в список, оказалась Koç Group.